Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас наконец-то выезд на рыбалочку. И сегодня мы выезжаем с соседями. Вот приехали соседи. Соседний дом. Василий, Сергей. И мы выезжаем на речку. Мы выезжаем на Печору. Будем пробовать ловить на удочку. Попробуем, конечно, и мушки. Фидер попробуем. Короче, будем пробовать все. Так что поехали и встречаемся на реке. А вы на Печоре вообще рыбачили когда, не? Это давно уже когда-то было дело. Да нет. Сейчас там у меня даже не с кем ездить. Дома-то? Ну. Вот и спуск. Спуститься-то мы спустимся, как подниматься будем? Поднимемся. Я с дровами поднимался. Ну, да, там... Так, задом вот так я заезжал, потому что передом он не цепляет, а задом разворачиваешься и... Только что прошел, буквально час назад, даже меньше часа назад прошел капитальный ливень, просто лило как из ведра в течение получаса. Это было... Сейчас вода опять попрет, наверное, вверх. Ну, посмотрим, как клюет у нас после ливня. Вот наша Печора. Красота. Поехали. Поехали. И встречаемся на реке. Василий готовит снасти. Ну, на что будем ловить? На мушечку пробовать. Вот на такую. Бомбарда. Вон такая вот мушка. Вон еще какая у него фигнюшка есть интересная. Светится в воде, которая. Первый раз такой вижу. А вот такого у меня даже еще и нет. У меня деревянная где-то была, поплавок большой такой. Вооружен по полной. Ну что, процесс пошел. Пошел и я за своими удочками, фидерами, тудым-сюдым. Тоже будем пробовать. Ну что, друзья, вот и первая рыбка. Василий пытается там хариуса поймать. Серега здесь кидает, хариус плещется. Но не берет почему-то, да. А я вот попробовал на червя, и вот он. Вот он, первый окушок. Так что одеваем камеру и будем наслаждаться поклевками. Будем. Нравится мне ловить на удочку. Смотрим. Опа, есть поклевка, есть. Второй окушарик. Опа. Опять окунь, да? Окушок был, да, сорвался. Мелкий. Вроде поклевка была. Ага, поклевка. Вроде клюет. Есть поклевка. Опа. Закинули закидушечку. Все, теперь вся рыба ваша, да? Есть. Что-то он или мелочь, или что-то плохо. А на спиннинг закинул 2 фидерные удочки. Что-то пока тишина. Опа. Второй окушок. Второй окушарик. Как-то вот так. Окунь не крупный, но пойдет. Что? Че лодки? Сри.
Это у дяди Вити лодка. Это. Знаешь дядю Витю? Это моя лодка. О, есть поклевка. Опа. Он что-то хитрый, окунь этот. Я еще поплавок гуляет туда-сюда. Вот смотри, откусил полностью червя. Да. Он длинный у меня был. Нет. Чем подкармливаешь? Комбикорм? Да. А что будешь делать, если язя тут налетит сейчас куча? И чё, поймаешь ты? Куян-то отсюда? Будем делиться, да? Да? Кыям. Вместе поймаем дальше. Так, надо что? Ой. Там ничего не клюет, решили приехать на дамбу. И жалко, что была выключена камера. Прямо вот в 15 метрах взлетел гусь. Вот взлетел и сел вот сюда, он метров, наверное, 100 от нас сел и сплавляется теперь по реке. Я такое впервые вижу, что мы уже подъехали, начали выходить, и он взлетел. Он спал, что ли? Вот это да. Чудо природы, блин. Что он здесь делал вообще? Ну, а мы приехали на новое место, на дамбу, и теперь будем пробовать. Там вот мы поймали, сколько получается, 6 окушков и 4 ёршика. Сейчас попробуем, что нам скажет первая дамба. Здесь мы отмечали День рыбака год назад, 7 июля. Скоро будет год. Сейчас посмотрим. Тогда брат у меня Виталий язя здесь поймал, окушки, ёршики поклевали. О, у меня уже клюет. У меня была поклевка, да? У меня была поклевочка. Вот, опять поклевка. О, и рыба здесь есть. Только больно хитрая какая-то и больно мелкая, походу. У меня крючок большой. Все. Опа, нет, кто-то дергал, потянул. О. Вот. О, окушок. Хо-хо-хо. Есть рыба в этой луже. Вот такой вот окушочек. Видно, не видно. И червя съели. Малька бы как-то поймать. Он на злой не ловится, да? А его как раз и нет. Но если на червя будет окунь клевать, это очень хорошо. Почему-то вот всегда так приходишь, одного-двоих сразу, блин, хлоп-хлоп. Как вот там вот возле лодки, да? И потом тишина. Одни ерши. Малечки, малечки. Может закинуть сачок? А вдруг? Прикормить, да? Вот эту фигню закинуть сюда. Вот это. Может сюда придет что-нибудь? Клюет. Опа, еще окушочек. Вот такой вот окушарик небольшой. Опа. Мимо. Мимо. Главное, на огрызок не хочет, а целого червя зацепил, клюнул. Аристократ. Ну. Опа. Сошел. Сошел карась. Мелкий. Китикет. О, а сразу клюнуло он. Видать, где есть, он сразу берет. Ну, видать, тоже мелкий. О, потихоньку окуненький. Точно.
Ты меня перекинул, да, получается? Зацепил. Главное, спиннинг не хотят брать. А червячка берут. Живчиков бы им. Вот видишь? Опа, вот такие вот окушочки. Тюк, сошел, закинет рыбу. О, еще поклевка. Червяк, крючок большой, надо крючок бы поменять. Ну, меня на серьезную рыбу крючок. А тут несерьезный окунь какой-то, мелкий, блин. Это моему белому только на один зуб. Любит окуней. Ерша, главное, не ест, а окуня ест. Он говорит, слезистый, зачем его есть? О-о-о-о-о-о. Дергает, дергает и толку. Видишь? Там кусочек червятой, блин, еле виден. Сбоку, что ли, его дергает. Ну, давай, давай. Давай, давай, давай. Во. О, и у меня тоже, вон, окушочек. Ну-ка попробую на глаз окуневый. На окуневый глазик. А попробуем, что скажет окуневый глаз. Во-во-во-во-во-во-во-во. Давай. Не хочет окуневый глаз-то. О, нет, хочет, смотри, клюет. Клюет. Хо-хо-хо, ёрш. Ёрш. Ёрш на окуневый глаз. Егор Иванович. О, шок. Заработал окуневый глаз. А еще один. Ёж? Нет, окунь. Окуневый глазик. Ну вот, переехали мы на остров. Здесь такая же история, одни ерши. Там хоть на дамбе нет, да окушки поклевывали. Вон подергали окушков, сколько тут их, штук 20, наверное, есть уже. 15 точно есть, по-любому. Вот сюда приехали уже, 2 ерша, окуней не видать. Спиннинг не берет. Мушку Хариус тоже на перекате не берет. Видать, рановато еще. Рановато. Крючок большой у меня. Ёрш тоже не очень-то хочет глотать его. Червя дергает. Ладно, покидаю еще спиннинг. Сейчас удочку закину. И попробую еще спиннинг покидать. Посмотрим. Вот сейчас только возьму. И обязательно будет клевать там на удочку. Малька, чё, главное, возле берега нету, блин. Так бы малька поймали. Можно было фидер закинуть. Малька нет совсем. И на спиннинг не хочет. Ладно. Покидаем. Он оставил удочку, взял спиннинг.
решил поиграть блесной. Окушок попал, но такой же мелкий, что и на удочку берут, что и на блесну. Желтая вертушечка. Сейчас покидаем, может, что крупнее клюнет. Не поверишь, что здесь окуня крупного не было. Хотя, что нет, может, не знаю. Что-то. Он Василий тоже на вертушечку одного окушка поймал. Вертушку не хочет. Короче, поставил вот такой джиг с красной головой. Видно? И желтый виброхвост. Желтый цвет прошлый год окунь любил. Посмотрим, что он скажет на этот раз. Вообще клев пока слабенький. То ли вода еще не прогрелась, но рыбы активности нету. Если на червя нет-нет да поклевывает ёрш и окушки мелкие, то крупного окуня нет вообще на спиннинг. Ни язь, ни окунь не хочет. Малька возле берега нет. На фидер тоже попадают только одни ерши. Рановато, видать, еще. Ну, потихоньку мы подергали, конечно. Это что было, трава? Вон. Окушариков, ёршиков-то подергали на уху. Ушиться будет. Сварганят ребята уху. Хочется, конечно, поймать крупного окуня, но что-то пока тишина. Пока он не хочет. О, это что? О, резинку кто-то взял. Вот такой вот окушок. Взял резинку. Так что желтый цвет и в этом году в приоритете, походу. И это хорошо. Значит, появится крупный окунь, будет брать. В прошлый год я хороших горбачей на них ловил. На такую резинку. Ни щуки тебе, ни язя. Язь бы он, если был, тоже на резинку берет иногда. Но язь, видать, тоже или прошел, или отошел он. Что-то. Оп, был ударчик. О, еще. Ну что? Аж 2 раза дернули кто-то за хвост. Нету у рыбы еще активности, нету. Рановато. Ну ладно, подождем. Так, все, собираем фидеры. Решили переехать еще на одно место. Это уже на 4-е место по счету. Смотрим, что у нас на фидеры. Вот такой вот окушок клюнул на фидер, на червя. Заглотил до жопы. Что, пакет ершей наловил? Сколько там? Штук 20? Что поймал? Да тоже окушка. Одного? Еще? Тебе сегодня хоть поймал, скажи, что рад, да? Да, у него первая рыба нахуй в этом году. Пакет-то отдай мне обратно. Так, что там? Блять, ну воду вот не... О, смотри, на фидер 2 ерша.
Этих ершей как грязи, блин. Раз. Царская уха сегодня будет у вас. Ты говорить-то будешь. На сегодня царский шашлык. Сегодня у нас Шашлык да, будет, да? шашлык, Царский шашлык, да? Так, ладно, пока выключаемся, переезжаем еще на одно место. Чуть подальше, но попробуем там поймать хариуса, может попробуем. Ну вот еще одно место, доехали до дамбы. Это называется Аньпыл-дамба. Почему Аньпыл, не знаю. Аньпыл-дамба, там есть озеро Аньпыл-ты. На озере есть плотва, окунь, щука. В детстве я там хорошего окуня поймал. 8 лет мне было самого крупного. Я, наверное, после этого крупнее не ловил. Около килограмма был. А, нет, ловил еще одного. Года 2-3 назад. А это вот Аньпыл-дамба. Раньше она была четкая дамба такая, высокая, нормально. А потом льдами ее снесло, и вон как далеко она ушла. Раньше тут хорошо хариус держался. Да и он и сейчас, в принципе, есть. Вот тут вот, на перекате. Если на лодке встать, на червя погонять, мне кажется, можно поймать его. Хариус, а вот здесь на перекате хариус есть. Ладно, все, пока выключаемся до первой поклевки. Будем пробовать. Может быть, еще и на озеро сходим, да? А мы вот так вот ловим малявочек. А мы вот так вот ловим хорошеньких. Смотри, сколько. Сейчас малявок наловим на уху. Надо было сразу сюда ехать, да? Ну, сколько малявок. Этого вполне достаточно уже, да? Столько все равно не потратим. Только вот закинули, вот так раз. И он уже сам туда лезет. Сначала еще прикормку, а там не было малька. Здесь есть. Вот, уже вижу. Они лезут. Полезут, вылезти не могут. Так вот. О, смотри. С ершом, да, там или кто там? Не знаю, но они крупные такие, блин. А, нет, это просто, я думал, ерш попался. Этот может. Чё, может, малявок наловим на жареху? И быстрее, как говорится, да? Да. Процесс шо? Процесс идет, даже без прикормки, смотри, пошли. Они, видать, на запах, что же я 2 раза кидал, подошли, наверное, на запах. Так, теперь можно закидывать вот 2 фидера. Я сейчас закину на малявку и будем ждать улова. Вон, а тут голянчики вижу опять. Подошли уже. Подошли. Вот так вот, раз. Короче, нам хватит этих малявок. Некуда девать их. Если их много, они потом подыхать будут в ведре. Все, сворачиваем. Вот такой вот сачок раскладной у меня. Хорошая штука. Раскладывается и вообще места мало занимает. Я всегда с собой беру его. Да.